Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер всем, кто сейчас присоединился к нашему эфиру. В эфире программа «Истихамед», что на переводе на русский язык означает «направление», «правильный путь». И сегодня будем говорить об актуальных проблемах, которые касаются крымских татар. Это репрессии, проводимые против крымских татар, которые только усиливаются и не прекращаются. И о том, что должен делать крымстарский народ, какие пути выхода из сложившейся ситуации. Сейчас представим наших гостей. С нами вместе будет муфтий Крыма, избранный на материке, Айдербей Рустамов. Салям алейкум. Алейкум салям. Глава Совета улемов Сулейман Хайруллаев. Салям алейкум. Алейкум салям. И ветеран национального движения Зеври Курбединов. Салям алейкум. И зрителям напоминаю, что ветераном Крымско-татарского национального движения называют людей, которые в депортации занимались вопросом возвращения, боролись за возвращение народа на родину. Напоминаю зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть интересующие вопросы к нашим гостям, вы можете подключиться. Режиссеры сейчас покажут номера телефонов на экранах, поэтому звоните, будем рады услышать, и наши гости будут отвечать на ваши вопросы. Если же говорить о том, в каком положении сейчас крымстарский народ находится, то это постоянные репрессии, то постоянные обыски, кого-то задерживают, кого-то арестовывают. 4 крымских татар уже осудили, дали им, одного из них осудили на 7 лет, 3 осудили на 5 лет, уже некоторых отправили отбывать наказание. То в этом случае какая цель вообще российских силовиков, что они хотят показать вот этими? Это запугивание, что это может быть? Рустам Айдербей, начнем с вас. Я думаю, кажется вполне очевидным все мотивы и цели, которые преследуются в нынешней ситуации оккупационными властями. То есть это запугивание, это стандартизация, я так всегда это называю. То есть это придумывание определенных ярлыков, вот, и посредством которых эти ярлыки далее подгоняются в правовое поле, так называемое, их правовое поле, и отрабатываются постепенно, то есть репрессивной машиной. Ну вот, если так в 2-3 словах говорить, то есть и тут неважно, абсолютно неважно, о чем мы говорим. То есть это хизбу тахрир, это ваххабизм, или хабашизм, или суфизм. Это все измы, это все формальности. Каждый из вас может высказать, что вы думаете по этому вопросу. Или можете ответить, действительно ли эти люди представляют опасность для России и какую опасность они могут представить? В чем опасность этих людей? Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбия и мурсалин. Набина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Изначально мы должны посмотреть на нашу основу. Мы крымские татары, мы мусульмане. Не в зависимости от некоторых разногласий у нас, которые существуют в понимании религии, либо же каких-то определенных вопросов религии. И, к сожалению, так случилось, что, возможно, мусульмане дали для этого повод, крымские татары дали этому повод, имеется в виду как мусульмане, к тому, чтобы мы позволили себя называть различными, либо делить на различные группы. Мусульманин в своей основе, он не может принести проблемы, горе, либо же беду не только мусульманину, а все, кто окружает его. И пророк Мухаммад ﷺ ясно в хадисе сказал: мусульманин — это тот, в безопасности от языка и рук которого находится мусульманин. В частности, и все остальные в общем. И поэтому, если мы посмотрим на тексты Корана, на призывы пророка Мухаммада ﷺ, то мы увидим, что от мусульманина никогда не может быть понятие терроризма, либо же какой-то угрозы. От мусульманина не может идти. Но случилось так, что навязали определенный ярлык варварства, жесткости, либо же терроризма мусульманам. Потом поделили мусульман
И мусульмане, возможно, где-то сами стали причиной этому, себя на какие-то группы отдельно. И тем самым сегодня пытаются показать, что мусульмане вот эти хорошие, вот те там радикальные и тому подобное. И давайте мы вернемся изначально к тому, что мы крымские татары, мы мусульмане. И от нас не может быть какая-то проблема ни нашему народу в частности, ни в общем те, кто окружает нас. И поэтому любые то есть обвинения в том, что ислам может принести, и крымские татары могут принести какой-то вред, либо же какую-то угрозу, это неправильно. Забирага, как вы думаете, в чем опасность этих людей, которых задержали, которых уже осудили, обвиняют там, в причастности к организации, например, Хизбут Тахрир? Бисмилляхи рахмани рахим. Эти люди не представляют абсолютно никакой опасности для той оккупационной власти, да и вообще для любых граждан и даже для преступников. Опасность, своеобразную опасность, которую надумал сам для себя наш враг, к сожалению, представляет наш народ. И то потому, что он оказался народом основательным, народом с корнями, народом, который формировался на полуострове Крым, народ, который до сих пор они не могут сломать, народ честный, порядочный, в отличие от преступного народа, которое, к сожалению, сейчас оказалось под властью Путина. И весь этот народ, за исключением небольшой части, для меня, с моей точки зрения, он преступник. И вот тогда можно сказать, что наш народ представляет, или вот мусульмане, если конкретно брать, представляет опасность для оккупационной власти или даже для России, это как, допустим, честный человек представляет опасность для преступника. Вот и все. Чтобы завладеть этой землей, этим участком с территории, вместе с ее природными ресурсами, акваторией, российская пропаганда уже несколько столетий ведет чрезвычайно циничным, наглым, бессовестным образом постоянное очернительство, масштабное очернительство нашего народа. У нас есть такая поговорка «Аю балас наши джагоса чамра булгалай». Чамар – это не только имеется в виду балчах, допустим, это глина, грязь, да, а еще и иносказательное – это очернение. Для чего это делается, да? Для того, чтобы уничтожить этот народ, его, в общем-то, образно говоря, съесть. И постоянно они изо всех сил стараются обвинять наш народ во всех тяжких, во всех грехах. У них это не получается, и, иншаллах, не получится никогда. Поэтому Россия однозначно проиграет. Тут можете не сомневаться ни на одну секунду. Проиграет, естественно, эта оккупационная власть, и Россия целиком проиграет. Она станет другой, если она хочет выжить. Если она не хочет стать другой, она не выживет. И не потому, что там мы будем сильны, хотя мы будем стараться быть такими, да, а потому что, в общем-то, объективная истина, правда, она рано или поздно все равно победит. Они сами себя дискредитируют, скомпрометируют окончательно. И даже я даже допускаю, что они перестанут быть вот таким вот народом, каким они себя возомнили, какими они никак не стали. Повторяю, а эти люди абсолютно никакой опасности не представляют. Наоборот, они ищут любой повод, чтобы запугать, напугать, разделить крымских татар, властвовать, стравить друг на друга и так далее. Ну, Аллах шкур, наш народ, в общем-то, этому не поддается, поскольку он уже достаточно твердо стоит на ногах, прошел, в общем-то, очень много всяких бед, проблем, трагедий, выдержал. И поэтому мне даже смешно иногда, почему этого не могут понять русские умники, да, русские академики, профессора, там, президенты и так далее. Вот это непонятно, совершенно непонятно.
А то, что они несколько столетий этим занимаются, я, например, могу сказать из своей жизненной практики. Да? В 70-х, 80-х годах я работал в разных местах, значит, я сам геофизик. И часто, а учитывая, что я, в общем-то, не люблю молчать, когда касается, речь идет о национальном вопросе и так далее, все понимают, что я крымско-татарин, но все равно каждый раз, я думаю, что это люди инициативно, но допускаю, что люди работают на этот проклятый этот орган КГБ или сейчас ФСБ, постоянно пытались от меня получить ответ. Где лучше крымским татарам? С Украиной или с Россией? С Россией им и сами отвечают лучше, даже не ждут ответ. Потом, когда они останавливают, я говорю, крымским татарам лучше, с моей точки зрения, с Украины. Хотя я, говорю, Украину толком не знаю, да? Но с Украины. Ты говорил, покороче. Да. Почему? Я им объясняю, почему. Как можно с этим народом, с этим государством, которое растоптало мой народ и продолжает топтать, уничтожила, депопуляцию, довела до депопуляции, геноцид, как можно с ним дальше оставаться? Понимаете? Вот причина эта. Они хотят избавиться от нашего народа. Больше ничего. Или же сделать их рабами. Остановимся на вопросе Хизбут Тахрир. Если можно, Айдарбек, расскажите, вот существует такая организация, и какая идеология в этой организации, чтобы люди поняли, насколько эти люди опасны или не опасны для общества, для крымчан, для крымских татар, для тех людей, которые живут в Крыму? Самой объективной информацией о том или ином течении, о той или иной партии, секте и так далее, это та информация, которая исходит непосредственно от той же организации, от той же партии и так далее. То есть это я подчеркиваю, это важно. То есть мы не придерживаемся тех принципов, когда делаются искусственные какие-то ролики, лепятся какие-то непонятные кадры, а потом обвиняются люди в этом. То есть это я говорю, это принципиальный момент, потому что мы живем в свободной Украине. Вот, исходя из этого, то есть было недавно официальное, в принципе, обращение через Facebook в прямом эфире Фазыла Амзаева. Оно доступно в сети. Он себя называет пресс-секретарем Хизбут Тахрир, где он там четко и прямо говорит, что у них методы не насильственные, вот, что у них методы не менялись, методы пропаганды исламского образа жизни через призыв, через объяснение, через лекции, через конференции в правовом поле и так далее и тому подобное. Назвать это течение религиозной сектой, наверное, будет не совсем правильно или некорректно. То есть это больше политическая все-таки такая партия движения, которая приобрела формализацию. То есть, да, там религиозные тонкости есть, но мы не будем в них углубляться сейчас. Вот. И все. То есть, более того, то есть, они там делят земли на мусульманские и немусульманские. Все, что я сейчас говорю, это их официальная позиция. То есть, естественно, мы как ДУМК не разделяем их мнение во всем этом деле. Относится ли Крым к территории мусульманских государств? Вот они относят это к территории не мусульманским территориям. То есть по факту, фактически, что это означает? Это означает, что они как бы занимаются там призывом вот посредством этими методами. Вот если говорить вкратце. То есть основалась она в середине 20 века, в 1952-1953 году. Основатель Такийдин Набхани. Но важно что? То есть важно то, что в принципе, да, то есть секты, религиозные течения, разделения и так далее, они были, есть и будут. То есть и об этом пророк Мухаммад, он пророчествовал и говорит, что они будут. Вопрос в другом. Вопрос в том, что как мы должны работать с этим. Вот в свое время, на мой взгляд, да, Духовное управление мусульман Крыма допустило серьезную ошибку тогда еще при украинском Крыме. Вот, оно как бы не вбирало себя, то есть не было вот, политики кучакламага. То есть не было этого. То есть, либо ты такой, либо так, да, либо ты такой, либо ты сякой. Вот было такое. То есть, а молодежь-то едет
То есть Советский Союз распался, молодежь начала ехать. Кто-то в Турцию, кто-то в Иорданию, кто-то в Саудовскую Аравию, кто-то еще куда-то. И приобретать знания. То есть знания Корана, знания Сунны и так далее. То есть и приезжала, то есть вот этот юношеский максимализм, то есть он так или иначе начинал проявляться. То есть и возникали вот и конфликты. И вот здесь не было найдено вот нужной политики, да, то есть вот политики как бы выбирания, политики консолидации, политики объединения. Не хватило мудрости. То есть и тот Дунк, как бы, да, он вот из-за этой недальновидной, так сказать, политики своей деятельности, он в принципе как бы и создал подобного рода проблемы, которые вот сейчас как бы комом накатились. И они сейчас используются уже, то есть репрессивные машины вот этой российской уже. Сулейманбей, вопрос к вам. Смотрите, сейчас, если посмотреть, репрессивная машина, как говорит Айдер Оджа, что она работает, она в действии, и действует метод «разделяя власть». Как вы согласны с этим или нет? Потому что крымских татар пытаются отделить на хороших, послушных и каких-то непослушных, которые якобы неправильно молятся, неправильно верят, неправильно ислам соблюдают. По этому поводу, как вы думаете, существует ли и есть ли такой метод у российской этой машины, которая будет пользоваться этим методом? Метод «разделяя власть» он всегда был. Тот, кто хочет управлять умами людей, хочет управлять людьми, ему будет сложно, если, то есть особенно если взять народ, если он будет держаться едино. Его нужно разделить, расколоть, и отдельными группами легче управлять, нежели общим народом. Я бы хотел обратить здесь внимание на следующее, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля предостерегает от того, что всегда любое разделение внутри, оно будет приводить к тому, что будут воспользоваться этим другие. И мы, как мусульмане, мы должны понимать, что этот метод существует, и ни в коем случае нельзя допустить его, чтобы он мог реализоваться. Возьмите примерно семью. У каждого из нас есть семья. И в нашей семье, если есть тот, кто что-то неправильно сделал, ребенок, то мы же стараемся найти к нему подход. Мы желаем его исправить, потому что мы желаем, чтобы наша семья сохранилась. А метод шайтана, и как в хадисе говорится, лучшее деяние, чему он радуется, это когда он разделит семью. Когда разведет мужа и жену. Это говорит о том, что разделить семью, разделить народ, разделить мусульман, это метод, который использует шайтан и среди людей, и среди джиннов. И поэтому он есть. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране ясно говорит: «Ва-ати'у Аллаха ва-ати'у Расуль, ва-ля таназау». И повинуйтесь Аллаху и посланнику, то есть соблюдайте религию, следуйте Корану, следуйте Сунне, соблюдайте свою религию и не припирайтесь. «Фатафшалу ва-тадхаба рихакум». Иначе вы разделитесь, вы ослабнете, и вы потеряете силу. И Аллах в Коране в другом аяте говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держитесь за верфь Аллаха вместе и никогда не разделяйтесь. Верфь Аллаха – это религия. Наш народ объединяет в общем всех, и в общем, в целом всех мусульман – это ислам. И я не понимаю, когда кто-то пытается разделить крымские татары и мусульмане. Нет. Ислам является неотъемлемой частью нашего народа. Его нельзя разделить, сказать, крымский татарин и мусульманин, потому что мусульманин, он тот же крымский татарин. И сегодня разделить, сказать, ты хороший, он плохой, это метод, который пытаются применить все враги мусульман. Создается общий какой-то стереотип, который пугает остальных. Например, вот есть понятие терроризма. Да, мы знаем, это плохо. И тот, кто знает ислам, он прекрасно понимает, что ислам запрещает терроризм. И осуждает. Да. Осуждает и, наоборот, не поддерживает. Придумывается этот стереотип. Его люди все боятся. Теперь для того, чтобы иметь повод
кого-то осудить или кого-то обвинить, лепится на это клеймо. Но никто же не разбирается, на самом деле А он вокруг является... крымских татар создался ли такой стереотип? Вокруг крымских татар сегодня он создается. В общем, и его в дальнейшем будут создавать. Сегодня любого того, кто желает жить свободно, любого того, кто желает жить, соблюдая свои религии, неважно, относится он к каким-то течениям, либо же не относится. Если он не угоден кому-то, обязательно к нему пришьется это клеймо и будут судить. Для чего? Для того, чтобы весь мир же согласился, что терроризм это плохо. Для того, чтобы сказали, вот раз он террорист, значит мы молчим. Но справедливо ли обвинили человека в терроризме? Я всегда привожу этот пример. 25 лет крымские татары, мусульмане, жили в Крыму. Кто-нибудь помнит хоть один теракт? Никто не помнит. При наличии тех же течений, о которых мы сейчас говорим. Неважно, кто бы они ни были. И практика, время, оно показывает, что мусульмане, которые жили в Крыму, они не радикальные. Они не представляют угрозу. Они, наоборот, это те, кто старался вернуть своему народу культуру, воспитать его. Строились мечети, обучали Корану, обучали крымско-татарскому языку, арабскому языку, религии. То есть люди начали познавать религию больше, потому что они утеряли ее посредством преступлений, которые были совершены к нашему народу, а именно это депортация. Но Аллах шкур, наш народ смог сохранить религию. Он смог сохранить свою идентичность и, вернувшись в Крым, жить вместе, едино. Да, как говорится, в каждой семье есть проблемы. Но оставьте этой семье, они решат сами свои проблемы, и не нужно со стороны решать эти проблемы. В нашем народе, который существуют проблемы, мы их сами решим. Если есть какие-то течения, и они, как муфти Эфенди сказал, на самом деле они всегда были в истории. Если мы посмотрим историю ислама, то мы увидим, что различные группы течений, они всегда были. И методика, когда пытались сказать, он плохой, то есть тот, кто получил микрофон, то есть тот, кого могли услышать, и только тогда, когда начинали говорить, они плохие, они хорошие, это еще больше разделяло. Это еще больше популяризировало это. И этим воспользовались всегда враги. Всегда давали, на это делали акцент. Посмотрите, вся исламская умма, она потерпела крах, трудности только тогда, когда позволили себе разделять. Вот он хороший, вот он плохой. Нет, мы мусульмане, мы перед Аллахом, лучший из нас – это тот, кто самый богобоязный. Аллах об этом говорит в Коране. А мысли, которые есть, либо же понятия тех или иных вопросов в религии, мусульмане должны решать их в кругу. То есть находить, собираться за круглый стол на основании, опять же, знаний. То есть каждый из тех групп говорит, я на истине. То есть я следую Корану и Сунне. Все говорят это. Никто не может сказать, я не следую. Тогда должны собраться внутри, даже за этим круглым столом, перессориться, то есть имеется в виду в хорошем смысле, решить, найти один выход, компромисс, да. Но общество должно жить в спокойствии. Сегодня все, что делается, обвинение, например, о том, что Хизб ат-Тахрир представляет угрозу и тому подобное, либо же ваххабисты, либо же там суфисты, кто бы ни были. В первую очередь мы должны понимать, что мы мусульмане. И мы не должны позволить, основываясь на Коран, Аллах говорит, не разделяйтесь. Ваши проблемы, которые есть, мирно сесть, обсудить. Да, на самом деле, как муфти Эфенди сказал, есть люди, которые учились за границей, либо же приезжали люди. Иногда приносили проблемы. Да, они были. Возможно, вот этот юношеский максимализм, он был, где-то преподносили резко, где-то это было. Но эти моменты, сам народ должен решить. Для этого есть духовный лидер, для этого есть сегодня у нас, альхамдулилля, есть совет улемов, есть знающие люди, которые могут собрать этих людей, которые могут найти сделать решение. вывод, да. И для этого в основе собрался совет улемов. Для того, чтобы мусульмане могли решать вопросы внутри, решать наши мусульманские вопросы сами,
а не позволять кому-то нас клеветать. Салам Сальманбей за ответ. Я зрителям напоминаю, что это передача «Истихамед», что означает направление. Мы говорим о проблемах, которые сейчас находятся, но есть вокруг в среде крымских татар, и поэтому мы пытаемся решить, и наши гости дают свои советы, наставления, возможно. Из Еврея хотел бы спросить у вас, что или же какая цель является сейчас у крымско-татарского народа и как ее можно достичь? Цель крымских татар давным-давно известна, понятно. Это мы добиваемся возрождения нашей государственности, процветания нашего народа на своей родной земле на основе указаний или пути, которые нам дал Всевышний в своем Коране и как нам показал наш пророк Саллаллаху алейхи ва саллям. Для этого у нас должно быть у каждого четкая воля, которая складывается или формируется из представления о том, что мы, где мы и как мы образовались. И почему оказались в таком положении. С этой точки зрения у нас есть еще... Вы расскажите, как выйти из такого положения, что должны делать? Для этого, помимо, значит, сформирования воли, желания, прикладывать для этого каждому усилия. Никогда не забывать, что мы находимся в изгнании. Даже сейчас, когда мы находимся сейчас на Украине, территории Украины, все равно мы находимся в изгнании. Потому что до сих пор решающий или направляющий вектор задает Россия, наш главный враг. Что мы должны делать? Мы должны эр-тарафтан, как у нас говорят, артмах керекмес. Мы должны наращивать со всех позиций, со всех сторон свою численность, свои знания, свой иман, добрые дела. Из всех этих на первом месте я ставлю вопросы демографии. Это Зимрага, можем важно. сейчас прерывать телефонный звонок, у нас есть. Да, пожалуйста. Алло, селям алейкум. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Сау болыңыз, Геде. Это непризнанный Крымско-Татарской Республики вам звонят. Я хочу задать один вопрос. Президент уже 4 раза говорил о внесении в Конституцию статьи 10 о крымско-татарской автономии. Восстановление всех национальных названий, сел и так далее. Скажите, пожалуйста, что мы должны еще в Крыму сделать, чтобы это было принято? Скоро будет 18 мая. Мы еще раз пообещает. Потом еще раз. Потом выборы. И так далее. За 3 года мы же должны что-то хоть услышать здесь. В оккупации, в тюрьме. Что-нибудь приятное от президента. Что-нибудь, чтобы он сделал. Сколько ребят надо посадить, притеснять, чтобы выселить и так далее. Sağ olun. Allah versin sizге, hepinizге cümleden beraber Mustafa Ağamızға, Rıfat Ağamızға anda yaşaganlarına. Sağ olunuz. Сау болың. Зевряга, как вы могли бы Сау ответить на болың, этот Алла разы вопрос? болсын. Что-то делается ли сейчас? Но вопрос немного не в тему, но Да. попробуйте ответить Тем вкратце. не менее, делается очень много. Эти вопросы стоят на повестке дня. Необходимо просто набрать нужное количество голосов, чтобы поставить его. Дело в том, что мы не можем влиять на этот парламент, на эту власть, на эту систему в той мере, в которой бы вдруг они взяли и решили этот вопрос. Чтобы это происходило, надо вернуться к тому, что я говорил. Мы должны со всех позиций наращивать сами себя. Конечно, тут сказывается еще и то, что нынешний парламент, он, в общем-то, я бы его назвал производной предыдущего парламента. Да? Пусть не обижаются там мои друзья, знакомые. Есть там порядочные люди, достаточное количество. Это для себя, но недостаточно для того, чтобы принимать нужные законы. Парламент, это, с моей точки зрения, надо менять.
Но не надо обращать внимание на это. Примут они этот закон или не примут они этот закон, мы все равно будем дальше идти по этому пути. Мы должны будем дальше бороться, и мы все равно добьемся, рано или поздно. В этом ни у кого не должно быть сомнений. И своим землякам, значит, в Крыму я, конечно, сочувствую, понимаю, поддерживаю. Хочу сказать, в общем-то, честно говоря, с моей точки зрения, не это главное. Главное, повторяю, это когда мы вырастем до того состояния, когда мы сами будем решать свой вопрос. Тем же голосованием, теми же, значит, органами и так далее. Поэтому не думаю, что это главное, хотя очень важно. Очень важно, это больше нужно правительству этому, это больше нужно этому президенту, этому народу, если они хотят правильно понять, они хотят сделать доброе дело, они хотят с нами, с крымскими татарами, дружить. Рано или поздно мы в численности вырастем. Мы будем этим делом заниматься очень серьезно. Те, у кого там, допустим, 1-2 ребенка ходят, они радуются, этих людей я вообще бы назвал предателями, да, бездельниками. Но ничего, пока они этого не знают. Мы до них это все доведем. Пройдет одно поколение, мы все вопросы решим. Даже если мы не решим так, как мы бы хотели, но мы честно будем идти к этому. И мы получим довольство Аллаха. Закончится наша жизнь здесь, мы придем на тот свет, и там мы надеемся, поскольку мы здесь честно, добросовестно жили, мы тоже получим довольство Аллаха. То есть в любом случае мы будем в выигрыше. А предатели, разные негодяи, жулики, аферисты, коллаборационисты и прочие ненормальные люди, они останутся в проигрыше. Вот и все. Аллах разус. Я снова напоминаю зрителям, что это программа «Истихамет», что в переводе означает «направление», поэтому мы работаем в прямом эфире. Можете звонить, задавать вопросы нашим гостям, они будут рады ответить. Если же снова вернемся к тем репрессиям, обыскам, которые проводились, мы знаем, что они санкционировались даже муфтием Крыма Аджемир Аблаевым. Есть в интернете письмо, режиссеры могут для того, чтобы напомнить вам, показать это же письмо, где муфти обращается к силовикам, это прокуратуре, МВД, ФСБ, чтобы те провели работу с теми или иными людьми. И мы знаем, что у этих людей проводились обыски, людей задерживали, привлекали к ответственности. И хотел бы вас спросить, что подвигает этими людьми, потому что есть даже комментарий муфтия за 2014 год, который мы сейчас, кстати, можем послушать, и потом продолжим наш разговор. Biz bugün milletimizin içinden bir tane insanımızı bir kimseye vermek. Bunu da yaxşı bilsinler. Biz bu 15 yıl çalışıp gelmenin içinde biz çok müracaat ettik. Bizim Kırım'daki ana vatanımızda 1200 yıllık İslam tarihimizin içinde hangi bir 100 yılını alsak hiçbir türlü tarikatlar, fırkalar yok idi. Bugün de onları registrasyon yapmanız diye müracaat ta prezidente yazdık. Ama bugünkü günde gelip de bizi böyle birbirimize düşürecek olurlarsa hazırlaya bugüne gelip bekleyip oturduklarına sakın bir kimseye vermek. Ne izbuğusuna ne prokuroruna. Biz kendimiz anlaşırız. Nasıl gerek? Biz onu da yoluna koyarak kendimiz de anlaşırız. Onun için lütfen bütün milletimize ve herkese söyleyeyim. Sakın kimse korkmasın, tereddüt etmesin. Это был комментарий муфтия Крыма, который был записан в 2014 году. Это момент начала аннексии Крыма. Это первые дни аннексии Крыма, конец февраля. И он говорит о том, что никого не отдадут в репрессивную машину, чтобы кого-то привлекали к ответственности. Но мы видим, в прошлом году был донос ФСБ и другие органы о том, чтобы с людьми провели беседу или же дальше какие-либо меры приняли к ним. Что может управлять человеком, чтобы делать такие резкие движения? Сначала говорить, что не дадим, а потом уже доносить на этих людей. Тут любые комментарии, я считаю, излишние. И так все понятно. Единственное, что я бы хотел сказать, это поднять дух, то есть нашему народу. То есть не надо отчаиваться, не надо падать духом. Все, что происходит на данный момент, это все естественные процессы. Аллах Субхану ва Тааля так создал этот мир, это поле испытаний. И Аллах об этом четко говорит в Коране. А разве люди... Разве будет ли так, что люди скажут, мы уверовали,
и они не будут испытаны. Они будут испытаны, то есть Аллах так говорит, они будут испытаны, и были испытаны те народы, которые были до вас. То есть все, что сейчас происходит с нашим народом, это испытание. Испытание, в этом испытании есть великая мудрость. То есть это испытание, оно очищает наш народ. То есть оно очищает металл, вот как металл очищается, да, путем накаливается, да, и шлаки от него отпадают. Вся грязь, вся смесь отпадает. То есть каждый начинает показывать свое истинное лицо. То есть каждый, все выходит наружу, кто есть кто. То есть и все, что... И на самом деле, то есть, ну, если брать именно и проводить какие-то параллели или религиозные, то есть брать, например, жизнь пророка, то это все называется феноменом лицемерия. То есть нифак. Нафиклер, нифак. То есть и при самом даже пророке, то есть при лучшем человеке, при пророке, это было. То есть было в самом наилучшем обществе, при самом наилучшем человеке, при самом наилучших людях, которые его окружали. Это было, и в Коране очень много уделено этому внимания. То есть, где Аллах Субхану описывает качество лицемеров. Очень много. То есть, если Аллах Субхану говорит в 2-3 аятах буквально о неверующих, в 2-3 аятах о верующих, очень много аятах о неверующих. О том, что у них сердца больные, о том, что они всего боятся, и любой крик будут считать обвинением в свой адрес, о том, что у них болезнь сердца, что они будут мешкаться то между этими, то между теми, то есть не будут знать, кому примкнуть, не будет четкой позиции и так далее и тому подобное. То есть у нас формат передачи немножко не тот, чтобы об этом говорить. Ну вот вкратце так. То есть, и на самом деле, то есть то сейчас, что делает эта репрессивная машина, оно в какой-то мере, да, тяжело. Тяжело и всем тем, кто становится жертвами этой машины. Но в итоге, то есть я уверен в этом, в итоге это благо с точки зрения именно вот божественной, вселенской мудрости, благо для нашего народа. Он наоборот будет, все это будет укреплять наш народ, то есть усилять наш народ. Вот в таком ключе. Недавно на одном из крымских телеканалов обсуждался вопрос о религиозных течениях, о каких-то сектах, которые существуют среди крымских татар, и заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов заявил о том, что этих людей нужно лечить. Давайте послушаем его комментарий и продолжим разговор. Я думаю, что и ученые средства, и это не просто исламский мир. За этим стоят далеко, я думаю, могучие люди и силы. Вот. Поэтому в первую очередь я считаю, что вот проблема сектантства – это общенациональный вопрос. Точно так же, как и проблема языка. То есть духовное управление одно с этим не справится. Но наша позиция, я скажу сразу, лечить, то есть исправить. Мы сейчас говорили о том, что неправильна сама идеология. Она пагубна для нашего народа. Она разрушительна для нашего народа. Вот. А об идеологии, а уже о тех молодых, которым внушили эту неправильную идеологию теми или иными манипулятивными способами. Да? Мы знаем, что книги пишут по методике нейролингвистического программирования там, и так далее и тому подобное. И когда человек читается, он вчитывается, и это буквально отпечатывается у него. Все, он ведомый человек, то есть зомбирует людей, и это необходимо понимать. Поэтому мы хотим вылечить нашу молодежь, спасти ее, донести до нее правильные знания, достоверные знания ислама. Это был комментарий Айдера Исмаилова. Сулейман Оджак, вам вопрос, действительно ли людей нужно лечить или как-то нужно рассказывать, убеждать, переубеждать, если они даже мыслят по-другому, а не так доносить в какие-либо органы, чтобы с ними занимались там уже ФСБ или другие? На самом деле, если человек хочет исправить другого человека, тогда он должен выбрать правильную методику. Если я хочу исправить человека, он никогда от меня не примет, если я ему скажу, что ты плохой человек, что ты преступник и тому подобное, и буду пытаться донести до него какую-то истину. Он никогда от меня ее не примет. Аллах Субхану Тааля ясно в Коране говорит: «Вад'у иля сабили раббика бил хикмати валь мау'изати аль-хасана ваджадильхум биллати хия ахсан». Призывай к религии Аллаха с мудростью, с добрым увещеванием и веди спор наилучшим образом.
Это говорит о том, что если ты хочешь донести до человека истину, и ты считаешь, что другая сторона, она заблудша, ты должен выбрать мудрый метод. Второй момент, ты должен это сделать с добром. То есть ты желаешь для человека блага. Ты не должен обвинять его на весь мир, тем самым желая его исправить. Он никогда не справится таким методом. Если У нас ты считаешь... звонок есть, да. Давайте примем звонок. Алло. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Akşam sesleriniz hayırlı olsun. Hepsine büyük büyük selam kef edin. O Ruslan telefon açtı. Алейкум селям. Ne isteyeyim söylemeye. Allah size sağlık, sabır versin. Ve büyük işlerini yaparsınız. Ama не вопрос волевого olacak. По-русски скажу, чтобы все понимали. Предателей мы всех уже знаем и видим. Не обращайте внимания. Мы их всех знаем. И мы знаем, как к ним относиться и как что делать. Но имаму нашему уважаемому я хочу просто, как бы пожелание, такая просьба, почаще выходить утром, уян халком, и больше объяснять нашим людям. У нас очень много здесь еще осталось профессоров, которые дома сидят и своими нехорошими речами где-то в обществе начинают не то, что нужно говорить. Просьба. Побольше объяснений. Дин Тарафтан, что это такое и как это будет в дальнейшем для этих людей. Devraga, sizge çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Сау он қосылғаныңыз үшін. И вот такой вопрос можно всем задать, потому что уже время подходит к концу. Когда народ находится в бедственном положении, когда перед нами стоит враг, который пытается уничтожить, стоит ли между собой делиться в какие-то там партии, кого-то обвинять в чем-то, или стоит ли объединиться, когда перед нами стоит враг, и не отдавать кого-либо из нашего общества? Ответ очевидный, конечно же, и Сулейман Аджа уже приводил аят из Корана, где четко говорит Аллах Субхану ва Тааля, то есть не разделяйтесь, иначе вы падете духом, то есть и ослабнете. Вот. И даже уже, то есть в сети даже было там заявление адвоката какого-то, я не помню имя, что, то есть почему крымские татары, как бы, да, почему опасаются оккупационных? Потому что у них есть единый дух, единство есть, поэтому пытаются разделить. И это очевидно, и мы не должны разделяться. То есть, и в принципе, да, тот же Эмир Али говорил о том же, ну, вдруг что-то поменял свою точку зрения, встроился в эту машину, вот, и им пользуются сейчас, к сожалению. Угу. У нас несколько минут, и ко всем тоже вопрос. Как сохранить единство в народе, которое было, и которое пытаются расшатать, чтобы каждый друг друге видел врага? Что нам нужно делать? Есть одна известные слова одного нашего старика, Сервер-ага. Он однажды сказал, что в нашем народе, когда появлялся человек, раскольник, переметался на сторону врага, мусульмане всегда устраивали ему бойкот. То есть не разговаривали, избегали его, не общались с ним, даже в магазине хлеб не продавали. Это был этот опыт нашего народа. И таким образом они сохранили свою религию, таким образом они сохранили свое единство. Что я могу посоветовать нашему народу? В первую очередь, это напоминаю слова Аллаха. «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан». Держите за верфь Аллаха, за религию Аллаха вместе. Не позволяйте никому разделить себя. Если есть тот, кто говорит о том, что тот плохой, этот хороший, избегайте этого человека. Либо пресекайте его эти слова. Кефе – это известный город ученых. Оттуда большинство исламских ученых вышло. Известно было своими знаниями. И мусульмане должны стараться больше познать свою религию. Мы, иншаллах, учтем пожелания наших мусульман, и мы стараемся к тому, чтобы чаще выходить, иншаллах, чаще говорить о нашей религии, чаще призывать к благому, к истине, потому что если истина будет процветать, то ложь, она всегда уснет и умрет. Ее не будет, ее не станет. И поэтому... Ага. Можно вкратце тоже самые Да, я, какие в общем-то, наставления, может быть, полностью пожелания? поддерживаю, что сказал наш ученый.
Есть в исламе есть правило очень хорошее. Не передавай услышанного от одного другому. Да? Не только там грязные слова, ложь и так далее, а вообще сначала надо проверить, убедиться, удостовериться. Если надо, спросить у ученых, потом только уже распространять. Если мы это правило будем соблюдать на основе истины и нашей судьбы, нашей боли, нас никто не сможет разъединить. Никто. И хочу сказать, пользуясь моментом, значит, муфти что такое или кто такой муфти? Это тот человек, который очень хорошо все понимает и следует. Тот, который перестал следовать нормам шариата, он уже не может быть муфтием. Поэтому я, например, уже Эмрали не могу называть муфтием. Его помощников уже не могу называть помощником муфтия. Пусть они сами себе придумают название. Но ничего страшного. Пусть они живут, доживут, поймут. Мы же должны только придерживаться истины. Грязные слова, а порочащие речи кого-либо вести действительно не нужно. Уставать, уходить. Консолидация для нас, это вот на этой основе, она будет обеспечена. И нас никто не победит. Саул Зеврега. И последнее слово вам, Муфтибей, и мы заканчиваем. То есть еще очень важно, то есть, что в сегодняшние дни, то есть каждый крымский татарин, мусульманин, он должен, он обязан, то есть просыпая утром, он должен всегда задавать себе вопрос. То есть что я могу сделать и что я сделаю конкретно сегодня для того, чтобы вернуть, для того, чтобы восстановить справедливость, вернуть мою родину, восстановить мою государственность. То есть он должен задаваться этим вопросом. Инициатива должна исходить от каждого. То есть и он должен искать применение своим возможностям, навыкам, способностям и так далее. То есть не надо ждать, чтобы кто-то отсюда говорил что-то, что надо делать, или еще что-то. Нет, ищите, проявляйте инициативу. То есть мы находимся в тяжелом, на самом деле, положении. То есть очень тяжелом. То есть и предстоит очень тяжелая борьба. И это должен осознавать каждый. Поэтому пусть каждый, просыпаясь, задает себе вопрос, а потом перед сном отчитывает себя и говорит, так, я сделал это или не сделал. То есть и с точки зрения ислама, если говорить в общем, то есть мы должны всегда противостоять. Да? Противостоять рукой, то есть делом, если не можем, то словами, если не можем словами, то хотя бы сердцем. И это есть самая слабая степень веры. Хотя бы сердцем. Но ты это должен отвергать. Ты это должен не признавать. Ты должен делать как минимум дуа Аллаху субхану ва тааля, просить. Саул Муфтибей, добавить нечего к сказанному. Хочу всех поблагодарить, что пришли в нашу передачу, приняли участие в ней. Чох Саулом. Зрителям напоминаю, это была передача «Истихамет», что означает направление. В этой передаче ищем направление, куда двигаться нашему народу. Спасибо, что были с нами. Чох Саулом. Увидимся в следующих передачах. Саул Михайлович.